Здравствуйте, уважаемые зрители! Ровно 60 лет назад, 7 октября 1961 года, после завершения строительства типового ретранслятора с антенной высотой 198 метров, из саранской студии стартовал показ первой телепрограммы. В этот день, в 18 часов, на экранах телевизоров жителей Саранска появилось панорамное черно-белое изображение города, верхушка телемачты, а также надпись «Показывает Саранск». В этот период самым массовым и популярным телевизором в СССР являлся КВН-49, хранящийся в фондах нашего музея и являющийся героем нашего сегодняшнего рассказа. Название данного телевизора расшифровывается очень просто. КВН – это не клуб веселых и находчивых, который к тому моменту еще даже не существовал, а аббревиатура, составленная по первым буквам фамилий конструкторов, которые в период с 1946 по 1948 год занимались разработкой данной модели в Всесоюзном научно-исследовательском институте телевидения Кёнигсон, Варшавский и Николаевский. 49 – это дата начала выпуска, 1949 год. В процессе производства телевизор неоднократно модернизировался путем добавления и замены ламп, поскольку его изначальная схема в погоне за простотой и дешевизной была сделана чересчур примитивной. Это отражалось добавлением к названию приемника отдельных букв. Всего в период с 1949 по 1962 год было выпущено 7 основных разновидностей. Так, модель КВН-49-4, экспонируемая в Зале современной истории нашего музея и датируемая 1955 годом, выпускалась с 1953 по 1962 год, являлась самой массовой. Всего было выпущено 1 300 000 телевизоров. Нужно отметить, что аппарат стоил 1200 старых рублей и был вполне доступным лишь для обеспеченных семей, примерно соответствуя 2 средним зарплатам. Остановимся на этой модели поподробнее. Начнем с того, что телевизионный приемник показывал всего 3 существующие на тот момент канала. Для приема сигнала телевизор должен был находиться в радиусе около 50 км от передающего центра. Вес приемника составлял 29 кг. Изображение размером 140 на 105 мм воспроизводилось на экране приемной трубки. Для увеличения изображения в 1,5 раза использовалась специальная линза. В качестве наполняющей жидкости применялась дистиллированная вода, в которую для предохранения от помутнения добавляли 2-3 капли фенола. Для этих же целей использовался также чистый глицерин и медицинское вазелиновое масло. Объем заполнения линзы составлял 3,5 литра. Сразу после покупки и перед включением телевизор требовалось тщательно подготовить. Сначала нужно было установить антенну, проверить соответствие положения колодки на силовом трансформаторе напряжению сети, проверить, соответствует ли предохранитель напряжению сети, поставить переключатель диапазонов в нужное из имеющихся положений – Москва, Ленинград или Киев. Включение телевизора осуществлялось специальной ручкой. На протяжении 1-2 минут происходило прогревание ламп, после чего необходимо было дальше вращать ручку до установления требуемой яркости. При помощи остальных ручек можно было подобрать желаемую громкость, установить нужную контрастность и фокусировку. Примечательно, что осуществлять указанные действия по настройке изображения рекомендовалось через 15-20 минут после включения телевизора. На боковой стенке справа располагались дополнительные ручки управления. Можно было сместить изображение по горизонтали, вертикали, а также сжать его или растянуть. Отметим, что в инструкции относительно их применения было следующее примечание. Следует, однако, иметь в виду, что пользование этими ручками требует определенного навыка. Несмотря на свою популярность и массовость, телевизор обладал большим количеством недостатков, в частности, невысоким качеством звука и постоянными поломками. В связи с этим у народа аббревиатура КВН расшифровывалась следующим образом: купил, включил, не работает, крутанул, вертанул, не работает. Тем не менее, данный телевизор занимает особое место в ряду советской техники, заслуженно получив такое звание народного телевизора за счет своей доступности. Кстати, уже упоминавшаяся выше аббревиатура клуба веселых и находчивых КВН является аллюзией на аббревиатуру телевизор КВН, самого массового телевизора тех времен.